данный момент у нас 9 компаний, есть Азия Холдинг. Вообще-то в холдинге трудится, работают наши братья, наши друзья, сестры, 350 сотрудников. И у нас продажа шел, вообще самолет шел. $2700 зарабатывали. Я говорю, круто. Сразу ручка, бумажка брал. Значит, мы в 1,5 месяца зарабатывали 3000. Если это умножаем на 10 раз больше, это будут 30 000 в месяц. Уа, я крутой человек. Все. Планку поднимали. Да, просто 10x поднимал. И говорю, теперь нужен деньги. Все, мы начали. Но этот бизнес за 1,5 года банкротился. Так как я вообще тупой был, я не знал, что такое маркетинг, что такое продажа, я вообще не понял. 10 000 долг, помните? Я 4 года платил. Теперь 40 000 я что, 12 лет буду платить, что ли? В то время я сказал, короче, не буду жить. Бизнес точно не для меня. И в то время я принял решение, что я буду убивать самому себя. Потом третий делает. Это неправильно, с обратного наперед. Вот видите, оказывается, нам надо первый маркетинг, второй научиться отдел продажи, создать отдел продажи. Круто, хорошо продали, но за 1,5 года мы вышли с минусом $40 000. Вот посмотрите, какой я был тупой. Давай, правильно я был тупой. Потому что я же сам знаю, я же вещеобразованный человек. Не буду там бухгалтер нанимать, лишние деньги же. Это бухгалтерия. Там финанс был, да? Финанс. И они считают там приход, расход, остаток, все считают. Можем посмотреть. Если вот это финанс не управляете, например, приход, расход, остаток, каждый день не считаете, бизнес по-любому умрут. Вот общается, вот с людьми общается. Во время общения, вот видите, во время общения все разговоры сохраняются. Записывается. Она у нас выиграла автомашину. Она выиграла автомашину? Да, она у нас выиграла автомашину. Эта машина, которая внизу была, это для них. Да. Кто много продает, тот получает. Сколько машин уже вы подарили им? Это третий. Это уже третий. Это третий. 2 получили? Да, 2 получили. Круто. Взяли 400 дипломов, оригинал документов и обещали им, взяли их деньги, мы помогаем поступать их в Казахстанский университет. У меня же нога вот так стал, большой стал, 2 места опухла, трескался, вот это кости трескался в 2 местах. И машина так горит, никто не смог взять мои документы, мои деньги. Вот Исузи ходит, я догнал его, и я бил его сзади. И оказывается, вот Исузи тоже загорел. Внутри Исузи полный вот этот яйцо был, он тоже все загорел. У меня из 400 человек, 200 человек подали на суд, на прокуратуру. 200 суд. 200 человек, дела 200 дела. И на костылях начал ходить на учебу, на Киргизстан. Там был учеба. У меня есть долг $60 000 и $15 000 кредит. Я сижу, пишу. Наставник что говорит, я всегда пишу, делаю. Наша компания с минуса $60 000 вышел плюс больше 2 миллиона оборот, чистый прибыль $1 200 000. Это чистый. Даже $100 000 вот так я никогда не знал, не держал. А там миллионы долларов. И у меня вообще аппетит поднялся, если честно. Когда человек вот слишком быстро деньги приходит, оказывается, он немножко растеряется, не знаю, или я плохой человеком был. Я немножко изменился. Начали дальше зарабатывать. Уже у меня есть деньги, у меня есть статус, я уже говорю, давай что будем делать, давай, что мы уже у меня изменился даже голос, отвечаю, у меня изменился голос. Тон разговора. Тон, как будто я, немножко другой, да. Раньше здесь махаля был. Махаля. Разные маленькие. Маленькие домики были. Здесь очень хорошо строили. Вот этот, вот очень хорошие вот дома строили, вот видите. Флаг Таджикистан тоже здесь. Да,
У нас же межбратский народ, Дружеских стран. дружеских стран. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Сегодня у нас контент будет на русском. Мы находимся в Узбекистане, в Ташкенте. Я хочу вас познакомить с одним очень прекрасным, хорошим братом, с которым мы познакомились в Москве недавно. И у него такая же история, как у большинства наших ребят, среднеазиатских, имею в виду. У него тоже были очень большие долги. Он тоже однажды работал в заводе. У него на данный момент уже 9 компаний. Он является долларовым миллионером. Мы находимся сейчас как раз возле его холдинг, большой холдинг, Азия Холдинг называется. Он ждет нас внутри. По его приглашению мы сегодня в Ташкенте. Ребята, давайте, не буду много говорить, заходим, и я вас познакомлю с этим очень прекрасным человеком. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум Меня зовут Бекмурод. Хабиб. Илхом Атаев. Спасибо. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Добро пожаловать, добро пожаловать. Настроение? Отлично, как сами? Все отлично. Хорошо? Все отлично. Давайте, добро пожаловать, добро пожаловать. Друзья, вот наш брат Илхом. Давайте, Илхом Ака, познакомитесь с нашим аудиторией, с нашим ребятам. Пусть сегодня все мои подписчики канала «Голос мигранта» узнают про вас. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, братья, сестры, родные. Меня зовут Илхом Бекимқулов. Живу в Ташкенте. 87 год рождения. Вот уже в бизнесе, вот уже стараемся, вот уже 5 лет. До этого разные бизнеса, разные методы попробовали, не получилось, не получилось. Вот иншаллах, сейчас в данный момент все хорошо. В данный момент у нас 9 компаний, есть Азия Холдинг. Вообще-то в холдинге трудится, работают наши братья, наши друзья, сестры, 350 сотрудников. 350. 350 сотрудников. Да, это все штатные. И мы в данный момент находимся в Узбекистане. Есть филиалы в России, есть в Дубае. Вот недавно открыли в Таджикистане у вас, Да, в городе Душанбе. Круто. Вот и расширяемся, стараемся. Иншаллах, сам Бог помогает, Иншаллах. сам Аллах помогает. И день за днем растем, растем, растем. Вот еще раз огромная благодарность вам за то, что вот выделили время. Я очень ценю, уважаю те людей, которые трудятся за границей, потому что я сам был когда-то такой. Именно какие люди уходят из страны и работают. Те люди, которые не боятся от трудностей, Да. не боятся от проблем. Потому что, живя в своем стране, они комфортные, а когда в другом стране, там некомфортно. Да, конечно. Там большой риск, там большой проблема, там реально, тем более там, если по Москве смотрим, по России, там холодно вообще реально холодно. Из холода. Поэтому я очень уважаю тех людей, которые работают. Но обязательно надо учиться, чтобы не всю жизнь не оставаться в таком уровне. Да. Только вот рост, рост, рост. Что такое редуктор, автол, солидол, там подшипники, я это знаю. Я же не знал бизнес. Да, как раз я на улице ребятам сказал, что вы работали на заводе. Да. И у вас были большие долги. Да, я на заводе работал. Я 13 лет работал на заводе. Это узбекский металлургический комбинат. Это большое предприятие. Там работает 10 тысяч людей. Это находится в городе Бекабад, это Узбекистан. И там я 13 лет работал. 13 лет работал, и во время работы кое-какие дела делали, бизнес попробовали и банкротились. Поэтому у меня был 40 тысяч долларов долг в то время. Когда я наставник пошел, у меня был большой долг.
И наставник вот помог меня выйти из вот этих долгов. Но я верю, что все от Аллаха, все от Всевышнего. Но Он был причина, Он показал мне дорогу, Он пошаговый показал. Поэтому я всем говорю, ребята, учитесь, не будете мучиться. Если не учитесь, будете мучиться. Да, брат. Как вы только что сказали, что всем помогает Аллах, но кто-то становится причиной, да? Вот как раз той стратегию, которую вы использовали, и благодаря вот этой стратегии вы меняли свою жизнь кардинально, да, из таких больших долгов. Сейчас вас можно называть долларовым миллионером? Слово долларовым миллионером это как? Например, все по-разному понимают. Давайте вот что такое слово долларовый миллионер? Есть люди, которые заработали $1 000 000 чистыми. Есть люди, которые владеют $1 000 000 чистыми. В обороте. Да, в обороте. Есть люди, которые каждый год зарабатывают $1 000 000 чистыми и следующий год повторяет. Первый, если второй берем, у меня обороты миллионы, у меня есть миллионы. Но если считаем третий, это каждый год повторяет чистыми $1 000 000. Я еще не такой, потому что есть некоторые года, я $1 000 000 зарабатываю. Есть некоторые года, у меня даже до $1 000 000 не доходит. Поэтому, если второй оборот, окей, есть актив, окей, но чистыми каждый год у меня не получается повторить. Некоторые годы у меня получается, некоторые годы нет. Но, иншаллах, в этом году еще раз повторим чистыми. Чистыми. Я хотел узнать. Вот, из долгов, вот в таких там сейчас положениях, которые у вас есть, можно сказать, очень хорошее положение, да? И стратегия, которую вы показали в Москву, вы знаете, и мы тоже знаем, что мы с командой прилетели в Ташкент, по вашему приглашению. Для чего? Для того, чтобы вы эту стратегию, которую вы там показали в Москву, чтобы сегодня вы тоже показывали. Конечно, Всевышний Аллах поможет их всех и нам тоже. Но я хочу, чтобы мы стали причиной. Я делаю контент, и вы показываете свою стратегию. Вот поэтому мы приехали. Мне понравилось то, что в Москве вы говорили: Хабиб, давайте я буду вас ждать в Ташкенте, и эту стратегию я показываю вам по факту, как я все это использую у себя в работе. Вот для этого приехали. И сегодня, надеюсь, этого покажете нам. Окей, Ака Хабиб, давай тогда сделаем так. Если у нас в комнате есть доска, я сейчас на доску нарисую, и потом по факту покажем, что всем было понятно. Во-первых, нарисуем и покажем. Хорошо. Можем, да, так? Хорошо. Давай, можно сначала немножко про вашу вот этот путь, который вы приехали, история, что почему у вас был такой большой долг, просто с воздуха не бывает, чтобы люди знали. И потом, что стало, давай несколько минут об этом поговорим. Мы там говорили, мне стало очень интересно. Все, окей. Думаю, ребятам тоже будет интересно. Окей. Значит, Аки Хабиб, я, когда в университет поступал, я не смог поступать, так как у меня балл меньше был. В школе, может, плохо учились, что ли. Я не смог поступать в университет. И потом через контракт я попросил у родителей, я поступил на контрактном условии. Так как мои родители, по-честному, если говоря, мой папа жил основную жизнь в России. Это в Сибири с мамой. Когда у меня было 7 лет, это когда я был в первый класс в школе, в
так сложился, что мой папа ушел в Россию. И вместе с ним мама тоже ушла. И мама полгода один раз к нам пришел в Узбекистан. Основной они вместе жили, работали там. У меня была 3 сестра, мы с 3 сестрой жили в Узбекистане. Это город Бекабад, район Бекабад, и там есть селе Хас, вот, под названием Хас. Мы там жили. Когда я 1 класс был, родители ушли. И я папу не видел. Мой папа пришел обратно, когда я закончил университет и получил диплом. Это 11 лет школа я закончил и вуз закончил. И я поступил на завод. На завод это на завод. Так как я учился в механическом факультете, я поступил на завод. На завод поступил, устроился на завод. И начал с разнорабочего, немножко, потихоньку, за 12 лет попробовал в разных должностях. Ну, там цехначальник, там мастер, механик, так далее, так далее. И за этот период я один раз в 2013 году у меня было желание открыть бизнес. И я со своего одного знакомого попросил долг. Я говорю, дай мне долг, инвестируй в меня, 10 тысяч дай $. Я буду вкладывать на бизнес, буду делать производство стирального порошка. Это, который женщины строят, чистить же стиральный порошок. И я начал производить это. Я технологию выучил, оборудование купил, все мы начали, но этот бизнес за 1,5 года банкротился, так как я вообще тупой был, я не знал, что такое маркетинг, что такое продажа, я вообще не понял. Я производил круто, качественный порошок, но не смог продать. Куда иду, они говорят, дай на реализацию, дай то, а у меня нет рекламы. Они говорят, никто не знает же этот порошок. Реклама есть? Я говорю, нет. Нет, все. И я банкротился. И в то время всем сказали, Акаджан, бизнес не для тебя. Давай живи нормально. Иди на работу, работай, зарабатывай деньги, но не делай бизнес. Бизнес делает только у кого есть знакомые, у кого есть крыша в государствах, так далее, так далее. Но, если честно, несколько людей так сказали. Ни один, ни два. Потому что у меня же окружение нет же бизнесмены. Да. И я сказал, окей, все, я готов. Я не бизнесмен, значит. Я обратно ушел на завод. Это 2013-2014 года. И работал на заводе. Так как у меня вот это 10 тысяч долг, я платил 4 года. Я же долг взял. И зарплата получаю $300. Как я Хабиб. $300 получаю. В год закрываешь Да. только $3000. Вот. У меня же есть жена, дети, там памперс, там еда, кушать. Все же не могу же. Надо же себе тоже вот. И потом потихоньку я родителям сказал, родители, пожалуйста, будем жить на ваших пенсиях. Но у меня же нет других вариантов. Тем более я работаю на заводе, завод тоже трудный. Там с утра заходите, вечером выходите. Там тоже четкий, жесткий контроль. И я за 4 года закрыл, иншаллах, вот этот долг. Потом я некоторым людям познакомился. Я в то время, вот эта технология стирального порошка, я обучал одного человека. И у него получил $400 за то, что я обучал их. Он живет в Ташкенте. Я ему звонил, и он с ним встречался один раз. И у него крутой бизнес растут. От меня научился он за $400. И у него круто растут. Да, я говорю, что ты делал? Я же не смог. Он говорит, ничего, а я продаю. Оказывается, он вот в Ташкенте есть большой рынок оптовый. Он там жил, оказывается, и он там рос. У него все, он знает, что такое продажа. Рынок знает. Он рос в рынке. И он мне объяснил фишки. Я говорю, все, теперь я знаю. Все, я пошел домой. Я говорю, теперь будем заниматься по перепелками, по куре. Вот знаете, вот гриль бывает же, вот там есть бройлер. Вот специальный вот 40-граммовый вот этот джуджа бывает. И он за 40-45 дней
он будет 4 килограмм. Правильно, когда кормите его, вот 40 грамм становится 4 килограмм. Это специальная марка. Рост 308, такой есть марка. Я его покупал. Дома с женой мы попробовали. Дома, я же в участке живу. Дома попробовали. За 1,5 месяца мы $2000 чистыми зарабатывали. Вот дома, вот выращивая кур. Я говорю, о, круто, давай еще попробуем. Мы еще попробовали, еще $2700 зарабатывали. Я говорю, круто, сразу ручка бумажка брал, значит, мы в 1,5 месяца зарабатывали 3000, если это умножаем на 10 раз больше, это будут 30 000 в месяц. Уа, я крутой человек, все. Планку поднимали. Да, просто 10x поднимал и говорю, теперь нужен деньги. Но теперь это объем, дом не залезет, надо выходить на улицу. Складно, да. Да, все, жена говорит, давай, давай, я говорю, давай, давай, все. Теперь звонил еще некоторым людям, я взял еще долг, теперь 40 000 взял. 40 000, потому что для столько куров там нужны деньги, для корм, для кур, для здания. И 40 000 взял, и начали, некоторые стройки делали, там вкладывали деньги. Это уже отдельное здание, это ферма. 600 квадратов ферма. И там некоторые строительства, все привезли и начали. В то время, я же дома сделал, знаю же, люди сказали, давай бери бухгалтера, бери вот это, считай, там расход, приход. Я говорю, зачем? Я же сам знаю, я же вещеобразованный человек. Не буду там бухгалтер нанимать, лишние деньги же. И я сам начал. Работали, круто, хорошо продали, но за 1,5 года мы вышли с минусом $40 000. Вот посмотрите, какой я был тупой. Давай, правильно я был тупой. Потому что, когда я дома делал, у меня никто не просил аренда, никто не спросил за свет, за газ, за кушать, обед, за дорогу. Никто же деньги не просил. А когда вы на улице работаете, вам надо платить аренда, за свет, за газ, за помещение, налог, дорога, обед. Все же это расходы же. А я дома как делал, на улице тоже так делал. И продал тот же цены. Тот же цены. А там же расход увеличится. И оказывается, я работал на минус. Потому что не посчитал же расходы. И через 1,5 года, когда я считал с партнером, посчитали мы, и у меня минус $40 000. И в то время я говорю, о, $10 000 долг, помните? Я 4 года платил. Теперь 40 000 я что, 12 лет буду платить, что ли? В то время я сказал, короче, не буду жить. Бизнес точно не для меня. Потому что еще люди знакомым попросил, все сказали, эй, ты дурак, зачем тебе бизнес? Бизнес не для тебя. И в то время я принял решение, что я буду убивать самому себя. Потому что, я знаю, что это грех, я знаю, но когда у человека еще 10 лет надо работать как раб, желание теряется, да? В то время я сказал, давай я лучше убиваю самому себя. И, на заводе я работал столько лет, я даже один машины не смог взять, да? Я на кредит взял. Я знаю, что это не халал, это харам. Но так как мы на заводе работаем, нам предлагали, у меня есть желание, мечта взять машину. Я на кредит взял. И даже вот в таком трудном ситуации я сказал, короче, не буду жить. Я еду на машине, я думаю, Нервный сбой, да? Да, я вот на машине еду, я говорю, даже вот это, который я сижу, машина тоже не мой. И у меня $40 000 долг. Давай лучше я руль вот так буду проворачивать, и там столба. Да я убиваю самому себя, и все, я избавлюсь.
И как-то вот мнение приходит, окей, я умер, что будет потом? У меня же есть дети двое, и жена, и родители. А этот долг же останется на их шею. И потом я говорю, все, значит, от этого тоже нет толка. Убивать самому себя нет резон. И потом я видел где-то, меня показали, вот есть один близкий человек, Расулхан, на заводе вместе работали. Он меня показал, вот это Саидмурад Давлатов. И я видел, и я сразу к нему пошел на Давлатову. Звонил его администратору, и оказывается, он делает тренинг. Я зашел к нему тренинг. В каком году это? Это в 2018 году. Я зашел, и я встал и дал вопрос. Уважаемый наставник, у меня есть 40 тысяч долг, дайте мне знания, чтобы я вышел. И он разные кейсы сказал, и мне говорит, тебе надо приходить учиться на однонедельный тренинг. И это говорит $1500. И говорит, если что, с женой приходи. Так как я здесь основно с женой работаю, я говорю, уважаемый наставник, нет у меня такие деньги, меня не поняли, что ли? У меня есть 40 тысяч долг, вы учите меня, а я буду обучаться, потом я вам плачу. И он говорит, если ты не можешь найти $3000, как ты найдешь $40 000? Долг. Я говорю, правильно. И я пришел домой, сказал родителям, уважаемые родители, меня надо учиться такой-то. Ну, родители сказали, ты же высшеобразованный человек, зачем какая-то секта туда-сюда зайдешь? Ты же дипломированный человек. Я понял, с родителями я не смогу говорить, потому что они люди Советского Союза. Что такое бизнес для них не так уж хорошие вещи, потому что Советский Союз же нас учил как рабочий. Есть специальная система, что готовит рабочих. Не надо готовить там бизнесменов. У Советского Союза такой миссия была. И я знал, что у меня, моей жены есть деньги. Потому что всю вот жизнь, вот если 10-12 лет работать, жили с женой, она копила каждый месяц $50-40 копила. У нее была мечта покупать автомашину Матис. Если знаете, в Узбекистане есть маленькие Матис, да. Это основно женские, очень красивые, маленькие машины. У него была мечта. Я говорю, жена, дай вот это деньги. Она говорит, ты что? Нет. Я говорю, пожалуйста, у нас будут то-то, то-то. Несколько часов я постарался и взял у него деньги. Я его уговорил. Но я со силами не мог, потому что это его деньги. Она несколько лет копила эти деньги. И я взял его деньги, и вместе мы пошли на мини-мастер-класс. Мини-мастер-класс был в Ташкенте, какой-то Хумсан-Булаке был. И я пошел туда, я русский язык очень плохо знал, а жена вообще не знал. Мы сидим, слушаем, да вообще ничего не понимаем. И второй день прошел, я говорю, наставник, мы ничего не понимаем. Он говорит, включи диктофон и сохрани. Я говорю, окей, мы включили диктофон и сохраним. 5 дней прошел, учеба закончился. И смотрю, все заходят на консультацию наставнику. И кто выходит, они все довольны. Я говорю, вот здесь секрет, надо зайти в консультацию. И у нас остался вот $500. $500 остался. Я говорю, жену, давай даем. И жена говорит, зачем? За 1 час, зачем? Я говорю, дай, больше нет выхода. Дали, зашли наставнику, и вот так наставник сидит. Я говорю, уважаемый наставник, вот мы пришли за учебу, $500 вам платили, 3000 туда, но нам нужен вот результат. И он начал нам дать вопрос, сколько у тебя оборот был, какой маржинальность был, какой там себестоимость, сколько аренда. Вообще у меня счет нет такие расходы. Я говорю, примерно столько, примерно. А сколько чистой прибыли у тебя? Примерно 30%. Все у меня примерно, нет никакой расчет. И он говорит, вот это делай. Если честно, я ничего не понял. И вот это 1 час надо же как-то поговорить. Я про себя рассказал, про жену рассказал, как мы встречались. Все про себя рассказали. За $500 свои истории сказали. И время прошло, и мы попрощались, ушли.
И так обидно был меня, ну, внутри я ничего не говорю, а жена говорит, все, говорит. Я говорю, ну, все, за столько денег, все, говорит. Ну, ей же деньги, она же ждала результата же. Тем более она ничего не поняла, она не знает русский язык, урок на русском языке. И, ну, я говорю, ну так, ну, нас лоханули. Ну, я так сказал, ну, нас лоханули. И я сразу звонил администратору и говорил, вы мошенники, дайте мне долг, деньги обратно. Мои деньги обратно. Мои деньги обратно. И он говорит, нет, туда-сюда, вам надо делать, туда-сюда. Короче, я не смог взять деньги. И он говорит, делает уроки и вам поможет. Я говорю, короче, и тебе, и твоему уроку. Домой пошел, но нет у меня больше выхода, да? Есть долг, деньги нет. А вот на машине включаю там диктофон, каждый день слушаю. Туда слушаю, сюда слушаю. Иду на работу, прихожу, ухожу. Всегда слушаю, даже утром. И через несколько дней я понял, что надо делать маркетинг и реклама. Я говорю, круто. Реклама, маркетинг, давай. Я партнеру иду, уважаемый партнер, давай делаем рекламу. Ту время у нас куры мы нормально не смогли продать. Вот это перепелное яйцо нас нормально не смогли продать. И партнеры говорят, давай делаем рекламу. Он говорит, зачем? Давай, во-первых, зарабатываем, потом будем делать рекламу. Я говорю, нет, для того, чтобы зарабатывать, надо, оказывается, делать рекламу. Вот этот человек говорит, он мошенник, я не буду ему верить. Ты что, дурак, что ли, столько денег дал? Я говорю, ну да. Короче, я не смог его уговорить. Потом я сказал, это на моем шее. Давай делаем рекламу. Если не получится, от моего кармана уходит. И он согласился, партнер. И мы делали рекламу. Мы не делали рекламу просто так по нашему городу, мы по Узбекистану делали. В то время 167 вилаятов, вот это городов у нас, маленьких городов, и 167 хакимов у нас по Узбекистану. Мы везде отправили письмо, что у нас есть кур, у нас есть перепелка, у нас есть вот это яйцо, мы продаем. И президент делал один закон, что малопредприятиям дают возможность покупать вот это для хозяйства. И у нас продажа шел, вообще самолет шел. У нас продукция не осталась. По Узбекистану приходит, все предлагают наши продукции, мы продаем. И то, что у нас не осталось, мы покупаем у других и продаем. У конкурентов. У конкурентов покупаем, ставим 10%, 20%, иногда 30% ставим, просто так продаем. Клиент пришел к нам, мы покупаем, продаем. Мы за 40 дней больше $40 тысяч зарабатывали. Так быстро? Да вообще круто, ничего не осталось. Ничего не осталось. Я говорю, вообще круто. Это благодаря правильной рекламе. Это благодаря маркетингу, правильной рекламе. И у меня вообще аппетит поднялся, если честно, когда человек вот слишком быстро деньги приходит, оказывается, он немножко растеряется, не знаю, или я плохой человеком был, я немножко изменился. Начали дальше зарабатывать, уже у меня есть деньги, у меня есть статус, я уже говорю, давай что будем делать, давай, что можно уже у меня изменился даже голос, отвечаю, у меня изменился голос. Тон разговора. Тон, как будто я, немножко другой, да. И я сижу, партнерами команды, я говорю, давай, что надо делать? Один человек говорит, ресторан, кафе надо открыть. Я говорю, давай открой, вот деньги, давай открой. Что надо делать? Один человек говорит, давай открываем мини-маркет, продаем продукты питания. Я говорю, вот деньги, давай. И у нас был консалтинг открыли, 1, 2, 3, 4 вида бизнеса у нас есть уже. Я говорю, о, круто, я уже бизнесмен, деньги есть. И все направления начали. Вы думали, что бизнес это маркетинг? Да. Мы думали, что бизнес это маркетинг. Все. Потому что мы же поняли, что реклама. Все. Вкладывали.
Потом через 3 месяца я жил как? Я утром иду на первый бизнес 2 часа, второй бизнес 2 часа, третий бизнес 2 часа, четвертый на 5 часов, потом иду домой. Нет времени для детей, нет времени для родителей, для жены тоже нет времени. Потому что устает же человек. 12 ночи я иду. Все, нет времени ничего. И жизнь продолжался. И один момент я открыл вот консалтинг. Это мы помогли, начали помогать людям поступать в казахские вузы с Узбекистана на Казахстан. Будущим студентам. Да, будущим студентам. Мы взяли 400 дипломов, оригинал документов и обещали им, взяли их деньги, мы помогаем поступать их в казахстанский университет. Деньги брали для там, документа, перевод и так далее, так далее. И я еду в машине, все, на машине там деньги, дипломы. И я же устал, я никогда не взял шофера, потому что я считал это лишний расход. Но реально, я же сам умею же, зачем тратить? Я иду на дороге, это примерно 3 часа утром. Города Бухара выхожу до Хорезма. Временно у нас фаджр, что ли? Типа такого, но немножко... Рассвет. Да, еще не рассвет, но до рассвета. Вот после 3. Еду на машине и, оказывается, я уснул. Ну, устал же, уснул. И я когда глаза открываю, у меня вот белые какой-то вот вещи, и горит, да, машина горит. И я дверь открыл, и партнер дверь открыли, и нас спасли, а машина горит. Я говорю, пожалуйста, спасайте документ. У меня же нога вот так стал, большой стал, 2 места опухла, трескался, вот это кости трескался в 2 местах. И машина так горит, я, оказывается, не думал, не знал, что железо горит. Я думал, что не так уж горит, а четко горит, оказывается, машина. Четко горит. Вот я, не знаю, 40-50 метров сижу, там вообще горячо. Никто не смог взять мои документы, мои деньги. Я, оказывается, с заднего стороны сбил на Исузе. Вот Исузе ходит, я догнал его, и я бил его сзади. И, оказывается, вот Исузе тоже загорел. Внутри Исузе полный вот этот яйцо был, он тоже все загорел. Исузе это большая автомашина, ну, как фургон. Фургон, большой фургон, белый маленький фургон. Грузовик. Да, маленький грузовик. Ну, не так уж маленький, большой грузовик, оказывается. Я его догнал. И он тоже загорел, моя машина тоже загорел. До 6,5 часов, это был примерно 2,5 часа, я лежал, не пришел скорый, не пришел вот этот пожар, не автомашина. Оказывается, мы на таких моментах далеко с города Бухара, далеко от города Хорезм, мы в середине. Но когда вот было солнце, пришли скорые, меня забрали, и автомашину тоже там, не надо было там пожарный, он сам закончился. И что интересно, все документы сгорели, да? Там были деньги. 400 документов было, оригинал. 400. Студент Потом не смогли поступать из-за... Да. Меня отвезли в больницу, делали операцию, а я лежал вот так, даже, ну, если грубо говоря, я даже в туалет не смог ходить, потому что в 2 местах же стрескался. Я сидел на горшках. И вот в то время некоторые люди меня видели в видео, и они сказали, все, у него там беда, но не все же понимают, не все же верят. У меня из 400 человек, 200 человек подали на суд, на прокуратуру. 200 суд. 200 человек, дела 200 дела. Вот мой партнер идут, а когда через 3 месяца я сам встал, я сам иду в суд. Идем, я говорю, вот я сгорел, вот у меня документ, я виноват, я плачу. Я виноват, я плачу. Что интересно, когда вы сразу сами идете и покажете, что виноват, а суд тоже вас не посадит.
Он скажет, ну вот виноват же, пусть платит. И в то время, когда я лежал дома, все бизнесы банкротились. Потому что нет же у меня менеджмент. То есть я же не могу управлять. Кафе автоматически банкротился. Да там вообще вот это повар с официантом, с кассиром, они вообще как это, обыграли что ли, короче. Там нет прибыли. Вот когда я сам работал в кафе, там хороший прибыль каждый день дали. Я каждый день контролировал, каждый день видел, что реально прибыль был каждый день. Когда я вот болел, не смог же контролировать. И вот это повар с кассиром, они же были муж и жена. Муж и жена. И когда они базар делают, например, мясо покупают там и 100 сомов, но приход делает 200 сомов. Как будто они дорого покупали. И от этого каждый день они сами зарабатывали, но я на минус попал. И я получил вот долгом кафе. Они говорят, ну кафе банкротились. У нас столько проблем, то-то, то-то. Я говорю, ну как это мы же зарабатывали? Ну короче, они сами зарабатывали, я банкротился. Я не могу сказать, что они виноваты. Виноват я, потому что не смог контролировать. И я говорю, ну Бог с вами, давайте я закрою лучше. Я закрыл вот это. И второй бизнес тоже банкротился, так как вот это кафе, мини-маркет, это продукты. Магазин. Да, продуктовый магазин, там банкротился, потому что мы оттуда все деньги, когда продают они, мы взяли и дали долг. Вот люди жалуются, приходят же, они продукты продают, а деньги даем студентам. И они автоматически банкротили, потому что не был у нас, не остался у них продукты питания. Оборот. Мы его схавали. А вот это Азия Консалт, так как очень много людей жаловались, очень много людей написали нам заявление, он автоматически банкротился. И четвертый ферма. Ферма тоже банкротился, оттуда все продали, дали долг. И в общем, вот эта авария мне попал на 60 тысяч долларов. Вот эта общая авария меня обошел на 60 тысяч долларов. Когда после аварии у меня был минус 60 тысяч долларов. И 4 бизнеса все банкротились. Доход ниоткуда. Доход вообще нет. Вообще нет. Я дома лежу и говорю, Аллах, дай мне, пожалуйста, помощь. Дай мне возможность, чтобы я стал. Когда я лежал, я вот так лежу, у меня же нет возможности, даже не на одну сторону, на боком я не могу лежать. Я просто вот так лежу. Потому что здесь в двух частях у меня авария, и вот эта железка до сих пор стоит. Сейчас вот здесь и вот здесь тоже железка стоит. С шурупами они закрепили. Вот через 3-4 месяца, это ближе к 4 месяцу, я взял костылях, я вышел на улицу. Я взял костылях, вышел. И я сразу звонил помощник наставника. Это Белек был. Я говорю, уважаемый Белек, я хочу учиться дальше. У них было годовое обучение. Я говорю, я хочу дальше учиться. И Белек говорит, ну ладно, я попрошу. И он сказал, ну 10 тысяч долларов надо платить на годовое обучение. Я говорю, ну Белек, у вас есть совесть? У меня 60 долларов минус. Я же в прошлый раз учился, вам же отдал. Теперь в этот раз дайте возможность. И он говорит, ладно, мы сейчас обсудим. И потом звонил, нет, надо платить. Я так разозлился, я говорю, да вы вообще все, короче. Но у меня нет выхода. Тогда я говорю, буду брать кредит. Сразу пришел в голову кредит. Я на всех их оформил кредит. На себя оформил, на соседа оформил, на амака оформил, на сестру оформил. Итого у меня 5 кредитов оформил по 3000 долларов. На каждом им оформил, и вот это 15 тысяч долларов, 10 тысяч отдал сама учебу наставнику, 5 тысяч для туда-сюда. И некоторые от него тоже отдал долг. И на костылях начал ходить на учебу, на Киргизстан. Там был учеба. Я на костылях еду. Туда пошел. Туда пошел.
И все там, если туда-сюда смотрят, а у меня же нет возможности, надо же мне кредит платить. Я сижу, пишу. Наставник что говорит, я всегда пишу, делаю, потому что нет у меня возможности. У меня вот мост нет уже, обратный мост нет. У меня есть долг 60 тысяч долларов и 15 тысяч долларов кредит. Тем более из сестры, если не даю, не плачу кредит, он со своего мужем будут не то. Будет проблема. Да, потому что я его на сестру взял кредит, а под залог стоит его муж. Банк же просит вот это гарант. Его муж под залог. И у него семья что-то не то будут, да? За деньги много чего бывает. Да, конечно. И итого я наставник пошел, учился, наставник пошагово показал, как надо делать в бизнесе. Пришел, кое-какие вещи изменили, внедрили, и через 1,5 года, это уже 2019 в конце года, наша компания с минуса 60 тысяч долларов вышел плюс больше 2 миллиона оборот, чистый прибыль 1 200 000 долларов. Это чистый. С минуса 660 вышли 1 200 000 долларов чистыми. Это 1 140 000. Да. Я говорю, вообще круто, я говорю Всевышнему спасибо Аллаху. И у нас это получилось. Я реально, я был в шоке. В жизни не видел же такие деньги. Ну, мы же, даже 100 000 долларов вот так я никогда не знал, не держал. А там миллионы долларов, не рублей даже. И вот я думал, все это и так будут, мы кое-какие расходы делали. И потом день за днем, вот уже за 4 года компания растут. В то время у нас была 1 компания, сейчас уже 9 направлений. В то время у нас было 150 человек, а сейчас 350 человек. Сейчас реально растем. Что я понял? Вот обучение, постоянное обучение творит чудеса. Вот постоянное обучение творит чудеса. Я до сих пор учусь, у наставника учусь и всегда практикую. Вот уже больше второй год я сам как... На любом этапе, да, надо уже учиться. Обязательно. Вот уже второй год я сам делаю курсы, я сам людям помогаю. Те люди, кто попадали в долг, попадали в проблему, я им помогаю. Сейчас в данный момент около 300 у меня учеников, индивидуальных, групповых, и у них там уже 70-80% достигает результатов. Если есть возможность, потом покажем вам тоже, если будут возможности, если у вас будет время. Это они у вас только в Узбекистане, да, ваши ученики из Узбекистана? Нет, наши ученики в данный момент несколько стран, это Таджикистан, это город Худжанд и Душанбе, это Таджикистана, и с Кыргызстана, это город Бишкек, город Ош, город Джалалабад, и с Казахстана, это Астаны, Алматы и город Шымкент, город Тарас, оттуда тоже есть. И вот дальше вот с России есть, с Москвы, с Новосибирска есть. Вот, Значит, я думал, что про вас знаю, но оказывается не до конца знаю. вот, ну, я думаю, это все дает Аллах барака дает. В тот день в Москву был один брат из Кыргызстана. Да, он сказал, что я ученик Илхамака. Вот, я реально вот уважаю своих учеников, потому что они видят у меня вот результат, и они дальше делают. У всех есть результаты. Я вот слишком уважаю, люблю, они молодцы. Илхамака, на самом деле была очень интересная история, поучительная, да, думаю, это люди берут для себя что-то из этой истории. Но вот последний ваш долг, который был там 60 000 долларов, да, плюс 15 в кредит банка. Ну, какая стратегия вы придумали или использовали, вы что сделали, что кардинально изменил всю вашу жизнь, всю вашу работу, окружение, вот все это? Потому что он
что-то вы думали, он до сих пор работает, да? Вот, что это такое? Вот этого покажите нам. Я вот для этого приехал сюда из Москвы. Покажите нам всем, вот, чтобы мы тоже так поднимались с помощью Всевышнего Аллаха, конечно. Все, это очень вот реально вот это инструмент, это стратегия, которая работает без нашего физического участия. Вот эта стратегия, я сейчас вам, если дают разрешение, я нарисую, что всем было понятно. И это всем помогает, кто хочет использовать его в бизнесе, даже в жизни помогает. Вот. Сейчас я вам нарисую и потом даже можем посмотреть. Все, давайте сейчас. Перед тем, как встаем, то, что мы договорились в Москве, это тоже объявляем ребятам. Ребята, про 20 апреля. Или вы скажете? Ну, давайте сами, ваша аудитория, сами. Дорогие друзья, 20 апреля сейчас схема, или как называется это? Стратегия, да, инструмент, который сейчас наш брат Илхомака на доска показывает вам, и то, что он сам использовал, да, из долга, такого долговой ямы, он сам вышел, показывает нас. Этого он будет показывать в Москву офлайн, в большом тренинге 20 апреля. Если кто хочет там побывать, мы оставляем ссылка в первый комментарий закрепленном и в описании видео. Заходите там в группу, пока там подписывайтесь, и мы там объявляем все про этот день, про тренинг. Там, наверное, будет на русском тоже, и придут ребята с Казахстана, с Узбекистана, Таджикистана, России, всех городов. Мы всех вас ждем 20 апреля. А сейчас давайте я не буду мешать, вы сам один все это показываете, да? Будет круто. Все, давайте на досках покажем тогда все. Значит, давайте сейчас покажем, расскажем, что такое вот эта стратегия, которая нам помог зарабатывать больше $1 миллиона. Давайте просто покажем. Значит, в бизнесе есть 6 стойки, которые необходимы для развития бизнеса. Вот это я сейчас нарисую 6 стойки. Это первая стойка у нас маркетинг. Вторая стойка у нас отдел продаж. Третья стойка. У некоторых бизнесов они делают услуга, некоторые бизнесов делают производство. Четвертый это финанс. Пятый это HR. Шестой это IT. Вот, значит, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Уважаемые, вот это маркетинг помогает нам для привлечения клиента. Они клиента делают. Отдел продаж, так как они продают. Услуга или производство. У многих людей они производят услуги, а некоторые производят. Они, значит, делают производством. А финанс это считает деньги. Что считает? Приход деньги, расход, остаток. Они считают. И четвертый, и пятый это HR. Они нанимают кадры, управляет кадры, обучает, учеба, и если надо, увольняет. Это HR. А последний IT, они занимаются автоматикой, автоматизацией бизнесов. Здесь очень много людей как делают. Вот наш народ, например, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, даже вот основной Россия тоже. Во-первых, они производят услуги или производством делают. Потом, когда не может продать, они начинают продать. Когда не получается, потом делают маркетинг или реклама. Очень мало людей делают, во-первых, правильного. Они начинают с третьего. Вот здесь первый делает они, потом второй, потом третий делает. Это неправильно, с обратного наперед. Вот видите, оказывается, нам надо первый маркетинг, второй научиться отдел продажи, создать отдел продажи, потом услуга или производство.
Это 6 столбов бизнеса. Какой из столбов, если не делаем, сразу этот бизнес умрут. Например, давайте посчитаем, если у вас есть производство, круто, вы начали маркетинг, продажа. Но если вот это финанс не управляете, например, приход, расход, остаток, каждый день не считаете, бизнес по-любому умрут. Вот, например, вот прикиньте, вот ваш карман дырка. Хоть столько вы попадали деньги, нет же результат, он же по-любому там уходит эти деньги. Поэтому финанс это отдельная зона, производство отдельная зона, и продажа, и маркетинг. Все они отдельно должны в бизнесе. В стратегии вот это 6 столбов обязательно. Давайте берем вот 5 столбов, это HR. То есть они должны нанимать кадров, управлять, оформлять и развивать, если надо увольнять. Вот видите, если вот это отдел нет, у вас, например, крутой финансист или крутой отдел продаж. Если они уходят, например, девушка уходит замуж, мужчина уходит в другую страну или куда-то. Если уходит, потом у вас вместо него людей нет, бизнес по-любому банкротится. Вот это 5 отдел, нужен кровь из носа. Вот видите, а потом 6 отдел, это IT. IT помогает все отделы работали. Правильно, автоматически. У вас, например, есть телефон, например, вот это ваш телефон. Вот это ваш телефон, вы чтобы с телефона контролировали всех отделов. Вот отдел маркетинга, сколько клиент пришел, отдел продаж. Все можете контролировать через телефон, это IT. Это IT-автоматизация. Автоматизация. Чтобы в вашем бизнесе надо все оцифровывать, автоматизировать, чтобы у вас все было понятно, все было ясно. И когда вот люди, я верующий человек, я всем верю, я верю, что люди хорошие, я верю, что люди не врут, либо не украдут, но хочу контролировать. Вот это IT, они всех контролируют, чтобы другие кадры не смогли воровать, не смогли обманывать, не смогли ошибаться. Автоматизация это обеспечивает для нас. Вот видите, насчет отдела продаж, надо продать без участия бизнеса. Отдел маркетинг, надо привести клиента без участия бизнесмена. Вот это все это один соединяет бизнес. Бизнес. Вот это все соединяется один, это бизнес. Мы должны стать бизнесменом. Бизнесменом. Я не говорю, что вы станете маркетологом или продажником. Нет. Вы станете бизнесменом, чтобы наши страны, наши люди, вот наши братья, вот узбеки, казаки, киргизы, таджики, это мои братья. Они должны стать бизнесменом, не работником, а работодателем. Чтобы вот это отделы создают, и у всех будут достаточно рабочие силы, рабочие места. Это бизнес считается. А это бизнесмен. Он должен создавать этот отдел. Вот это 6 столбов он должен создать, управлять и развивать. Давайте вот отдельно напишем. Вот это 6 столбов. В первую очередь бизнесмен должен создать. Вот. Второй. Создать как это? Например, в вашем бизнесе должен вот это 6 столбов. Создать. Второй. Управлять. Обратите внимание, я не говорю работать, я говорю управлять. То есть управлять, сколько клиент приходит, управлять, сколько продажа, услуга, управлять. Третий, это уже развивать. Развивать. Вот это основные дела бизнесмена. Я это понял после того, что я понял, после того, что наставник нас учил, это уже развиваем. Это шаблон. Мы сейчас 9 проектов, всем проектам это используем. Вот 9 проектов, все проекты в одном шаблоне ходят. Давайте по-честному. Вот это маркетинг помогает для привлечения клиентов.
без разницы, это какая страна. Вот, без разницы, вот, ага, вы сами поймите, без разницы это где находится. В Узбекистане клиенты через маркетинг, в Таджикистане тоже маркетинг. В, не знаю, Сингапур, Америке, там по-любому для привлечения клиентов маркетинг нужен. Или, вот, например, финанс, вот деньги. Они считают приход, расход, остаток. Но в Таджикистане сомани, в Узбекистане сом, в России рубль, правильно? В Америке доллар. Но по-любому приход, расход, остаток. То есть формула один. Без разницы, какая страна, какая бизнес. Везде формула один. Вот формула. Или IT. Ну, какая разница, какая страна? Надо автоматизация. Любая страна надо автоматизация. Просто вот это все автоматизируем, и у нас результат получится, да? Иншаллах. Вот эта система, я думаю, всем надо, и всем надо показывать, и у всех бизнесов надо внедрить. Вот я сам не сын бизнесмена, но кто поймет это и делает в своем бизнесе, у него крутой результат будет. И с помощью Всевышнего. Можно вот это все отделы, как работает, мы можем посмотреть. Вот это будут по факту. И давайте вот прямо вот откроем компьютер. Например, давайте все по факту, чтобы я очень люблю факт, чтобы не просто воздух был. Например, давайте берем, вот, например, мой компьютер, я раньше вообще компьютер не работал, Вот, например, вот Bittrex. Bittrex это автоматизация отдел продаж. Мы даже здесь не просто отдел продаж, даже бизнес-процессов делали. Например, мы можем отслеживать, сколько клиентов в данный момент у нас есть. Например, вот, если видите, вот больше можете делать. Вот, например, здесь 11 266 клиентов у нас. Это на какое время? Это общие клиенты, которые думают. Еще не купили наш продукт, но не сказали, не нужен. Это которые думают, покупать или не покупать. Это один, вот видите, триллиардов. Столько сумм, Да. да? И 1 миллиард, вот, 9 нулей, 1 миллиардов. Это суммов. Ну, это $1 миллион. Грубо. Заранее вы посмотрите, что если они не покупают, вот столько вы выпускаете. Да, вот последний момент, вот 14 минут назад, вот Сабрина поговорила. Здесь мы отслеживаем все бизнес. Таджикистан тоже здесь, Россия, Дубай, все здесь. Мы всех можем контролировать. Айтишник так делает. Айтишники нам помогли так Автоматизация. делать, да. Вот здесь вот 11 266 клиентов. Вот, это один клиент, вот видите, и по одному клиенту. Вот. Например, можем, вот сколько телефон не поднимали, вот телефон Кутармада, этот телефон не поднимали 1610 человек. О, видите, еще один добавился. Ваши сотрудники звонили, они не поднимали трубку. Вот, видите, новый, вот Икрамбек поступил, вот, только что, вот, добавляется. Это те люди, которым мы позвонили, они не поднимали трубки. Видите, вот столько людей, вот 560 человек организовали встречу с нами. Обещали, что Да. в какой-то день мы придем сюда. Да, это встречу организовали. И вот дальше можем посмотреть. Вот договор у нас заключенный 299 человек, это миллиард, 1 миллиард. Вот каждого мы можем посмотреть. Например, если у нас такая возможность, это автоматика, можем просто зайти, вот, например, это Нарзуллаев Исламджан Ниматулла Оглы, вот его все документы, вот все его документы, и можем услышать, что поговорил наш менеджер с клиентом. Вот. Алло. Исламхан, ассаламу алейкум, yaxshimisiz? Вот. Сейчас в данный момент в нашем базе около 2 миллиона человек.
2 миллиона человек, мы можем всех услышать, с кем поговорил, что обещал, покупал или не покупал, мы все можем отслеживать. Вот все можем отслеживать. Это CRM. Вот видите, сколько человек 50% оплатил. Вот 231 миллионов. Вот все мы отслеживаем. В Узбекистане один из самых крупнейших баз это наша. Вот люди заходят в Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, а мы даем там рекламу, и оттуда нам приходят клиенты. Всех соцсетей. Да, мы объединили в одно место. Все соцсети объединили в одно место. Вот видите, даже пропущенный я вижу. Вот клиент звонил, пропущенный попал. А вот этот менеджер не поднял трубку, а я вижу. Вот 350 человек я могу контролировать. Кто с кем разговаривал, кто поднял трубку, кто не поднял трубку. Все можно вот отслеживать. Вот видите, дальше. Это просто круто. Да, круто. Это круто. Давайте сделаем так, уважаемые. Я сейчас вот это все, это же онлайн показал. Давайте теперь покажу офлайне. Вы сами видите со своими глазами. Потом я вам буду показывать стратегию, как мы создаем стратегию. Это же автоматизация бизнесов. Но есть стратегия. Как вы обещали людям, чтобы 20 числа они придут и получают стратегию. И мы можем показывать стратегию тоже. Хорошо. Можем. Я тогда вас приглашаю на компанию, один из наших компаний, чтобы вы видели вот это, как мы создали. Сотрудники как Да. отдел IT, отдел финанс. Можем, да? Все, давайте. Давайте тогда. Интересно, конечно. Уважаемые, давайте я вам покажу. Здесь у нас один из компаний, здесь сидит наши куратора. Когда мы бизнесменам помогаем делать их бизнес правильно, ассаламу алейкум, хормайли, ассаламат. Здесь сидят наши кураторы, они помогают бизнесменам правильно написать стратегию и правильно внедрить его. Они вообще молодцы, ребята очень молодцы. Несколько языков знают они. Не просто узбекский, они основно знают и русский, и таджикский. Даже есть некоторые ученики, даже корейский знают. Я 14 лет работаю. Чуть-чуть знаешь корейский. 여러분 안녕하십니까? 여기는 일홈 베금클럽 선생님인데요. 여기서 비즈니스만 하고 있는 사람은 하고 싶은 사람은 비즈니스 어떻게 하는지 앞으로 어떻게 내려가는지 아니고 계속 올라가는지 어떻게 하는지 이 선생님이랑 와서 공부하면은 한 3달, 4달 안에서 비즈니스는 100% 올라가요. 우리 비즈니스 하게 되면은 그리고 저 어떤 뭐 하고 싶은 거 물어보면 나한테 전화하시면은 100% 제가 말해 줄 테니까 우리 아시아 컨설팅 어서 오십시오. 우리 여기서 기다릴게요. 예, 감사합니다. Вы на корейском говорили? 아, 유진이 корейский. Камсамида, да? 감사합니다. Камсамида. 예, 감사합니다. Рахмат. Удачи вам. Спасибо. Все, удачи, все, рахмат. А здесь ваши ученики? Да, здесь наши ученики сидят и работают, здесь основной сидит. Мы сейчас поднимаемся в другой этаж, это один из наших компаний, так как я вам сказал, 9 проектов. Это второй проект, это второй бизнес наш. Да, я сейчас поднимемся и вам покажу. Это один из наших компаний, да, Азия Консалт. Я же вам сказал, что мы попали в аварию, и 400 человек, вот этот документ сгорел, помните? Это компания, это тот компания. За 200 человек подали меня в суд, за прокуратуру. Я вот бегал от этого компании. Это для меня большой урок. И значит, эта компания опять родился, да? Через несколько год. Да. Опять мы с помощью Аллаха вот, обратно его возобновили. Возобновили. Не все могут заново подняться, ну, они сдаются потом. Да. Депрессия уходит, бывает. Оказывается, вот так. Ну, некоторые люди начинают, некоторые, оказывается, все начинают, но не все могут продолжать. Да. Основные люди останавливаются. Вот давайте сюда заходим, это приемный. Здесь наша приемный. Кабулхона. Да, Кабулхона. Все, заходим. Вот. Ассаламу алейкум, хормайли. Yaxshimisiz, charchamayapsizlarmi? Bemalol gaplashib o'ringlar.
Здесь наши приемного. Здравствуйте еще раз. Здесь наши награды. Мы работаем с разными университетами мира. Работаем... Очень много сертификатов. Вот. Работаем, вот, например, этот сертификат нам дал Анталия, турецкие вузы, вот российские университеты, Малайзия мы работаем, с Китаем работаем. В данный момент Сингапур, Малайзия, Казахстан, российский университет, вот Синергии, вот официально вот Синергии. Вот Томским вузом мы работаем. Круто. Ну, около 10 стран, больше 40 вузами работаем. 10 стран. Желающих, которые хотят поступать вот в этих странах, Да. и с документами помогаете? Да. Мы сейчас делаем, подготавливаем документы до экзамена, после экзамена и помогаем, чтобы они поступали в университет. Вот здесь уже посторонним вход запрещен, для нас открыто. Давайте зайдем. Давайте. Бисмилlah. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Вот здесь, уважаемые, наша компания, один из наших компаний, это Азия Консалт. Атмосфера чувствуется, много наушников, много разговаривают люди, да? Вот здесь что интересно, основной молодежи работает. Здесь реально интересно, да, молодежь работает основной. Я уже в доске показал же, помните, что маркетинг, отдел продаж. Да, первая у нас была Маркетинг. Вот здесь маркетинг, здесь сидит маркетинги, можете снимать здесь. Вот здесь сидит маркетинги, они помогают по привлечению клиентов на отдел продаж. Они, значит, делают рекламу на TikTok, Instagram, YouTube. Да, все делает. Да. Везде, во всех сайтах, соцсетях, везде реклама. И оттуда начинают звонить сюда, значит. Да. Если они звонят, сюда попадает. И люди вот, давайте вот послушаем, давайте иди сюда. Вот здесь отдел продаж. Отдел продажи, вот люди сидят и разговаривают, и общаются с клиентами. Вот давайте вот заходим. Вот общается. Вот общается. Вот общается. Вот с людьми общается. Во время общения, вот видите, во время общения все разговоры сохраняются. Записывается. Все разговоры записываются. 100%. Вот дальше. Вот дальше. Вот разговаривает. Общий, все разговоры у нас сохраняются. Все разговоры сохраняются. Вот дальше можем посмотреть. Да. Вот здесь сидит наши руководители. Ропи. Вот Ропи сидит. Ассаламу алейкум. Ассал кызым, yaxshimisiz, tinchmisiz? Boringizga shukr. Значит, вот здесь вот управляет все вот процессы. Они Роп, это руководитель отдел продаж. Вот они управляют, можно, они кто сколько время пришел, когда ушел, что делал, все они управляют. Даже они клиентов раскидают. По менеджерам раскидает и результат проверяет. Все, что они делают. Баланс. Да, баланс четко управляет. И можете сюда приходить. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Вот здесь тоже работает. Вот. Эта девушка у нас выиграла. Bo'ladi. Sizga SMS nomер jo'natganman. SMS raqamni Если честно, я удивлен. Все круто. Работает. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Удачи вам всем. Она у нас выиграла автомашину. Она выиграла автомашину. Да, она у нас выиграла автомашину. Та машина, которая внизу была, это для них. Да. Кто много продает, тот получает. Сколько машин уже вы подарили им? Это третий. Это уже третий. Это третий. Два получили? Да, 2 получили. Круто.
Значит, отдел маркетинг отправляет сюда. Да, отдел продаж. Продажа, заключили договор. Дальше. Дальше это уже третий час. Давайте. У нас третий. Да, третий час у нас отдел услуга. Это отдел услуга. И продукция. Так как у вас услуга, значит услуга. Да, если у нас было производство, было бы производство, отдел производства. Услуга значит контрактов, да? Отдел Да. контракт заключает. Ассаламу алейкум, хормайли, yaxshimisizlar? Алейкум Ассаламу алейкум. Здесь отдел услуга, можем зайти. Которые согласились, они Да. с ними заключают Да, договор. да. Ассаламу алейкум, hormaylar, charchamayapsizlar? Bemalol ishlayveramiz, halal beramiz. Вот здесь я считаю, они умные ребята, они молодцы, потому что несколько языков знают. Они раньше работали там. Есть так и так, но основной здесь отдел контрактов. Они заключают договора с мировыми университетами. Понял. Они услуги предоставляют, да. Например, они документ берут, перевод, апостол, нотариус, нострификация, все делает. Например, он там сидит, наш руководитель, да, руководитель этого отдела, Тимурбек. Тимурбек, 1 минутка. Можно на русском? Ага. Здравствуйте, ассаламу алейкум. Ага. Можем, да, на русском сразу? Да, можно. Скажите, пожалуйста, ваш отдел и чем занимается ваш отдел? Здесь Я вам подарю свой микрофон. спасибо. В первом же деле наш отдел занимается сотрудничеством многих вузов по всему миру, в европейские и по странам СНГ. Второй у нас отдел сопровождения, который сопровождает уже студентов. Уже поступили и начали обучение. И отдел продажи до какого этапа доведет, что дальше вы не забираете? До какого? Ну, до международного отдела, вот после отдела бухгалтерии уже начинается работа международного отдела. Они договариваются, деньги оплачиваются, бухгалтерия проверяет, все окей, дальше передают вам. Готовятся нормативные И начинается с документы. переводами, документами, да. Круто. Вот, Тимурбек, сколько лет вы уже с нами работаете вместе в одном команде? Почти больше 4 года. Автомобиль еще не получил? В этом году получил. Срок уже, да. Вот они молодцы, я очень их люблю, потому что вот реально они много знают. Со Да? своими сотрудниками, со всеми как друзья вижу, со всеми так. Очень, это круто вообще. Это наш бухгалтерия, это уже 4-й отдел, уважаемый. Это уже 3-й отдел закончился, 4-й, вот это блок 4-й стойка, это бухгалтерия. Там финанс был, Да, да? финанс. И они считают там приход, расход, остаток, все считает. Можем посмотреть. Вот. Ассаламу алейкум. Тохирjon, как tinchmisiz? Саламат. Значит, не зайдем. Здесь не разрешено зайти, потому что так как финансовый отдел. Бухгалтерия всем понятно. Да, да, бухгалтерия, они, короче, деньги считают. Они самые богатые в компании. Вот у них самые много денег. И вот 4-й отдел у нас Отдел кадров. пятый отдел, это отдел HR, отдел HR. кадров. Да, по-простому отдел кадров. Human Посмотреть. resources. Вот, здесь никого нет, показывается. Вот, можете снимать. Здесь отдел кадр, они берут кадров, обучает, увольняет, оформляет на работу. У вас тоже есть внутренняя академия? Есть. Ребятам учатся дальше по ступенькам подняться, Да. все это. Есть карьерный рост и внутренняя академия, которого мы сами подготавливаем своих кадров. Круто. Это очень важно. Давайте вот 6-й отдел посмотрим. Это отдел IT. Это отдел IT. Это 6-й отдел IT. Они вот занимаются со всех отделов. Например, я не знаю, что такое, например, как вот эта программа создать, Да, как да. управлять, сломается. Ну, я же не знаю. Отдел IT это последний отдел. Все решает. Да? Все решает. Автоматизация. Да, все решает. Ломается, короче, круглосуточный обеспечит работоспособности, чтобы все круглосутки работало. Это я не знаю. Техника, Да. и программы, все, короче. Все, чтобы это их не работает. Это отдел IT, ну, они немножко ненормальные люди бывают. Они же мало У нас тоже общаются. есть такой один, Да? кстати. Давайте теперь я вас познакомлю нашим руководителям.
Вот это оргсхема. Да. Оргсхема бизнеса. Вот здесь есть ta'sischi, здесь учредитель компании, Да. Основатель. основатель, есть директор. После директора есть разные отделы, которого управляет директор. Директор. Так как я учредитель, я разговариваю с директором. Или управляющий, да? Да. Управляющий каждый отдел. Это руководитель отделов. Вот руководитель отдела и директор управляет руководителем отделами. И у каждого отдела есть свои сотрудники, Свои подчиненные, да? подчиненные командой. Честно говоря, я удивлен. Честно говоря, я только в фильмах, на самом деле, я такой видел в фильмах. Бывают такие «Волк с Уолл-стрит», все в трубках, там, брокеры разговаривают. Такой фильм посмотрел, да? Да, «Волк да, с фильм, Уолл-стрит». фильм, Да, я фильм. только в этом фильме видел, что столько все люди в наушниках, такое шумное помещение, все разговаривают, что продают, заключают контракты. Вот это я вживую, честно говоря, впервые вижу. Вот фильм «Волк» у Уолл-стрит. Да. Типа вот это фильм я видел. «Волк с я Уолл-стрит». раз видел. Вот это ребята отдел маркетинг. Вот они тоже вот отдел маркетинга, вот вышли со своей комнаты, они обеспечат нам клиентами. Я не маркетолог. Лид подгоняют, да. Лид подгоняет. Лид подгоняет. Сколько надо, они столько дают. Схема, которую вы показали нам там внизу на доске, была как будто это чертеж какой-то, да, неинтересная. А в деле вот он такой вот интересный, что вот что делает схема, которую рисуешь и работаешь на этом. Это А можете вы с нами чуть поговорить пару слов? Ассаламу алейкум. И подскажите нам, вы как проводите маркетинг, откуда люди начинают увидеть вашу компанию и начинают звонить, что вот такой шум поднимали здесь. Откуда вот это вот? В каких соцсетях, в каких сайтах вы там проводите маркетинг? Через блоги или через сайты, и как вообще это у вас происходит? Xo'p, bizda endi asosiy marketing instrumentlari albatta ijtimoiy tarmoqlar hozirgi kunda eng aktualniy bo'lgan va butun o'sha jamiyatda o'sha hammani qiziqishini orttirib juda kuchli bizada. Давайте я сейчас перевожу. Значит, у нас мы используем основные соцсети для привлечения клиентов. Это Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, YouTube. Оттуда мы привлекаем клиентов. Это первый момент. Основные инструменты работают для наших инструментов для соцсетей. Наши потенциальные клиенты там. Но еще он подтверждает за то, что наши клиенты, когда приходят к нам, и они уходят с довольными, довольные уходят. И еще один инструмент, это сарафан-маркетинг. Да. Они сами вызывают других клиентов и привозят себя. То есть некоторое количество людей, мы тратим на них, придут, а некоторые люди, которые мы не тратим деньги, они довольные клиенты привозят еще клиентов. Своих друзей. Своих друзей. Ага. Круто. Xo'p. Bundan tashqari, albatta influencerlar bor. Ya'ni o'zini auditoriyam Ustoz Ilhom Begaqulovni lishniy brendlari, shaxsiy brendlari. Значит, это третий инструмент, это блогеры, личности. И мы с помощью блогеров еще привлекаем людей. И он подтверждает, что всем бизнесменам надо заниматься маркетингом и личным брендом. Личный бренд, когда развиваем, у нас будет возможность привлечь еще доверенную аудиторию. Так как они поднимали мой личный бренд, это Илхом Бегимқулов, например, когда заходит в YouTube или Instagram, выходит же, с помощью этого доверия они еще продают. Вот. И он подтверждает, что личный бренд это особой важности. Дай пару совет из своего опыта нашим вот ребятам, бизнесменам, узбекам, таджикам, киргизам, казахам, которые вот работают в России, в других странах по поводу маркетинга. Что именно они должны делать, чтобы больше клиентов было у них, чтобы много звонили им? Что они должны делать в первую очередь? Пару, 2-3 совета дайте, пожалуйста. Xo'p, Самый мощный. eng birinchisi kompaniya domenini tanitish. Kompaniya domenini ustida ishlash.
Работать над брендом компании. qiymatini, ya'ni domen tanishish orqali qiymatini, uni Надо показать ценность компании. uni jamiyatga, auditoriyaga mijozlarga u kompaniyadan agar xarid qilmasa, kompaniyaning klienti bo'lmasa, nimani yo'qotishini bildirish. Надо показывать аудиторию, что дает эта компания, и если они покупают его услуги, что они получают. Надо показывать заранее, если не покупает, что они теряют. Надо показывать заранее. Вот, например, если он говорит, если вы покупаете наши услуги или товары, вы получаете то-то, то-то, то-то. Если не покупаете, теряете вот это, вот это, вот это. Это самое важное. Еще. Да. Bunga misol uchun Markaziy Osiyoda asosiy bizneslar, tadbirkorlik anavlar offlaynga tortib qolgan. Offlayn degan do'konda o'tiradi, klient kelsa keldi, bo'lmasa yo'q. Xudo xohlasa shu klient kelsa yaxshi bo'ladi. И он предлагает, у нас основная аудитория, но основные бизнесмены, это узбекские, СНГские бизнесмены, до сих пор сидят на рынке, или на базаре, или на магазине, они 99% продают офлайне. Они не знают, что такое онлайн, не знают. Он предлагает всем бизнесменам заниматься в онлайне, это в соцсетях, выходить в соцсетях, дать рекламу в Гугле, Яндексе, Ютубе и там так далее. 2 GIS работает. Вот это платформах надо регистрироваться и продвигать свои услуги там. И он подтверждает, что наши клиенты 70% приходят от соцсетей. То есть Инстаграм, Телеграм, Ютуб приходит. Круто. Все, спасибо. Рахмат сизге. Рахмат. Все. Удачи тебе. Уважаемые, вот то, что вы спросили, эта машина, это мы специально поставили для отдела продаж как бонус. Вот то, что вы видели наверху, кто делает планы, да, кто самый больше продают или кто самый больше план выполняет, мы эту автомашину ключи даем как подарок. Это у нас 3-я автомашина. 2 уже дали. Да, 2 уже дали. Это 3-я, иншаллах. Сестра. Да. Вот, это 3-й будут, мы его подарим, кто делает план. И он может ехать куда захочет. Здесь будет стоять 4-й, Да. будет ждать своего хозяина. Да. Иншаллах, пусть будет 4-й. Куда холоса. Вот так. Круто. Это я понял, знаете, вот, когда вот конкретно KPI поставим, и тогда другой рост будет. Да. Вот KPI реально помогает. Вот так. Вот давайте нас сядем. Ага. Все. О. Все. Ну как вам вообще? В Ташкент понравился? Да. Ну, солнце хотя бы видели. Да, у нас вот как-то небо открытое, что ли? Да. Вот когда я бываю в Москву, как-то вот всегда вот это, как это, блюд, как это переводится? Мутный такой. Да, мутный, немножко мутный, да? Туманное, не туманное, облачное постоянно. Да. И очень холодно. Да, у вас реально холодно. Да, холодно, реально холодно. Вот по вашему вопросу, вот как мы начинаем день? Вот знаете, когда я раньше до 9, до 10 иногда спал, когда я работал на заводе, бывали такие времена. А сейчас я максимально, вот после 5 я стою, и делаю утренние походки. Это обязательно, я стараюсь максимально. И когда утром делаю походки, и как-то у меня сила появляется, как-то у меня вот барака появляется, да, вот. Километров ходит. 6-7 километров каждый день. Вот пешком 6-7 километров походки делаю, это реально мне дает сила и мотивация. О, вот там гаишники, надо ремень. Вот иногда забываем, пассажирам у нас в Узбекистане не обязательно. Да? Не, пассажирам не обязательно. Что это?
Хотя бы. Разные страны, разные законы. Да, ну, там всем надо время, даже заднее сиденье. Вот. Вот походка делаю утром. И потом до обеда иду на работу, работаю. Обед делаю жестко до 2:00, до 2. После 2 вообще обед не делаю. Это жесткие правила у меня. Ужин я уже оставил, я ужин не делаю. Два раза есть. Да, 2 раза и все хватает. Вот здесь цирк, это один из самых больших цирков в Ташкенте. Вот прямо это цирк. Вы каждый день бываете на работу или здесь, в офисе или нет? У меня есть график. Я неделю один раз должен посетить один из моих бизнесов. За 2 часа. Есть у меня помощник, они делают график. График составляет для меня. И по их графику я иду на работу. Какой офис иду, это уже по графику. Ага. Всегда в одном офисе не бываю. Берете телефон, посмотрите, куда вам надо идти сегодня. Я плохой шофер. О, все, прошли. Есть в телефоне, есть специальные приложения. Это Google календарь. Это помогает нам определить, куда едем, куда как. Вот это все они помогают нам. В Ташкенте каждый день такая погода или сегодня как? В Ташкенте, например, если зима, максимум 10 дней бывает вот это снег. Это максимум. Остальные дни только солнечные. Да? Всегда солнечные. У нас даже вот зимой, я не помню, когда мы куртку надевали. Мы куртку не надеваем. Вот это 10 дней и все. Снег у нас редко, остальные только вот открытое небо. Значит, у вас летом будет жара, да? Ну да, реально, тут 35-40 жара конкретно Ну, у тогда нас. зимой, если такая погода, значит летом здесь находиться вообще невозможно. Да. У нас вот реально жара. Весной надо приходить. Вот у вас, Так. например, в Душанбе. Душанбе у вас же горные места. Местности, да? Да, горные, поэтому у вас немножко салкын. Вот Да, салкын да, у вас. прохладный. Да. Да, это город новый строили. Это новый город. Здесь реально что было очень раньше? красивый. Раньше здесь махалля был. Махалля. Разные маленькие, Да, маленькие маленькие домики были. домики были. Здесь очень хорошо строили. Вот этот, вот очень хорошие вот дома строили, вот видите? Современный, Да, более современные дома строили. как европейский стиль, да, здесь? Да, типа европейский, так, Да. Очень красиво, удобно Да. делали. Видно, круто. И вот на первых этажах все бренды, да, тут собрались. Да, в первом этаже основной вот B2B бизнесы, бренды, магазины, рестораны делали. Да. Вот огромные вот банки пришли сюда. Они все еще не открытие, что ли, не открытие? Есть открытые много, может некоторые еще не успели. У нас новый город. Еще строится, вот до сих пор даже вот некоторые строятся. Скоро здесь будет очень такой оживленный город. А вот здесь строили Hilton, это гостиницы строили, Hilton. очень хорошие, удобные делали. Знаменитый. Да. Весной здесь будет очень приятно. Город зеленый, реально город зеленый, очень красивый, зеленый город. Флаг Таджикистан тоже здесь. Да, ну, у нас же, мы же братский народ, Дружеских стран. дружеских стран. Чтобы у нас вот за странах, чтобы тихо было, да, вот. Раньше некоторое время у нас же через визовый был там, да. а сейчас, иншаллах, все хорошо, наши президенты там дружат, наши страны дружат. Самое главное. Да, в любое время можем ехать в Таджикистан, они приезжают. Что я обращал внимание, если в наших машинах у вас ходит, ваши гаишники не Да, останавливают. это уже Или обратно. Я удивляюсь, я рад. Вот останавливает гаишники и говорит, все, давайте, все. знак уважения, да, такого. Да это вообще круто. Пусть будет так. Пусть будут так. Это соседский вот доброту, соседский вот дружность. Это вообще круто. Шахмат, Тумака. Много чего посмотрели.
Вот, дорогие мои друзья, как я и вам обещал, что познакомлю вас с очень интересным, хорошим человеком. На самом деле история нашего брата очень интересна, и даже все, что сейчас сделает, тоже интересно. Да? Мы поднялись на 3-й этаж, посмотрели всю его работу, там, то, что он показал нам на доске, и на реальности мы посмотрели. Хотел, чтобы сказать ребятам, если у них есть какие-то вопросы, пускай пишут в комментарии, да, и Илхом Ака, наш брат, обязательно ответит в следующем видео на ваши вопросы. Если это вопросы, как там нужно что-то, советы, если нужны, напишите в комментариях, и из ваших комментариев мы еще сделаем видео, да, и вам покажем. Что вы хотели бы сказать ребятам в конце нашего ролика? Уважаемые, во-первых, еще раз хочу привести вам благодарность за то, что вы время нашли и пришли. Спасибо вам и вашим ребятам. Вот ваша команда вот нас снимает видео, они уже вот трудятся вот уже весь день, снимая нас. Спасибо вам за то, что пришли. Уважаемые, все, что мы знаем, нас учили наставники, и наставник нам сказал, вот это то, что вы знали, то, что вы поняли, не должен быть у вас остаться. Мы должны вот передать. Наши знания, наши навыки, наши умения мы должны передать. Поэтому вот сегодня мы делали такой ролик, что, я думаю, иншаллах, всем будет это полезно. Да, простой ролик. Мы все показали так, как и есть. Вот, пусть будет всем это полезно и на благо, где мы ошибались на русском языке, где мы не смогли объяснить свои мысли на другом языке, потому что это не родной наш язык, наш родной язык узбекский, а моему брату это таджикский, это родной язык, поэтому мы для того, чтобы всем нашим братьям было полезно, мы максимально говорили на русском языке. Если где-то ошибались, простите, пожалуйста, мы просим прощения. Насчет советов, если кто-то пишет комментарий, вопрос, как сказал мой брат, мы обязательно прочитаем и еще раз снимаем видео ответами. Если мы можем отвечать на эти вопросы, мы обязательно ответим. Еще одного момента хотел сказать, мой брат. Вот то, что вы сказали в 20 числе, мы будем по обучению, тренинг по стратегии делаем тогда. И мы, кто приходит в этом тренинге, мы покажем, не просто расскажем, мы покажем, как это мы управляем 10 бизнесов, как в нашем случае вот это все бизнесов, как мы управляем. Давайте мы сейчас немножко покажем, чтобы когда они придут, они осознают и готовы придут, что они получают от этого. Вот сейчас я ноутбук открываю, если можно, я оператора попрошу, чтобы они поближе снимали. Есть вот такой специальная стратегия, это в мире стратегия бизнеса один. Вот как я показал, маркетинг, отдел продаж, это в мире одинаковый. Например, давайте мы рассмотрим одного из бизнесов. Например, есть вот это отделы, вот можете посмотреть, это с января до декабря месяца, это планы. И вот здесь можете видеть продажи. Вот это продажи, видите, это годовой продажа. То есть это по месяцам, это по годовой. Вот в год нам надо вот это столько продать. Отдел продаж продают. Потом вот здесь есть суммы. То есть сколько суммы нам надо продать. Если мы продаем эти услуги, нам итого попадает вот 4 миллиарда. Вот это по месяцам и раскидаем нам общий. И из них есть у нас расходы. Вот здесь наименование расходов. Ну, аренда, коммуналка, СМС, почта, там зарплата, так далее, так далее. Канцтоварий, интернет, нотариус. Вот это все наименования расходов, вот видите. И по месячный итоговый расход. Например, январь у нас 362 миллионов расход был. Итого, например, у нас 4 миллиарда. Вот расходы.
И вот это все мы посчитали, вот эта форма, готовая форма даем тем людям, кто придут, чтобы у них тоже точно была приход, расход, остаток и стратегия. Значит, те, которые там присутствуют в этот зал 20 апреля, мы там в эту группу, в телеграм-группу, которая там люди есть, мы отправляем, это таблица, Да. уж готовая, да? Да. Отправляем, они просто заполняют и на год для себя делают Стратегию, да. Круто. Мы готовый шаблон даем. Даже вот видите, мы Круто, вот здесь, вообще это круто. вот это как вот, ну они же свои, наши братья родные же. Пусть все используют. Но если мы умрем, от нас уходит же вот это знание. Пусть всем даем, всем будут полезно. И вот здесь можно посмотреть чистый прибыль. Вот, например, мы с этого компании получаем 1 миллиардов. А если с другого бизнеса посмотрим, например, с другого бизнеса, вот мы чистыми получаем, например, 5 миллиардов. Вот это чистый. Мы им научим и готовый шаблон даем, чтобы они сразу готовый шаблон брали и, ну как это костюм. Вот костюм даем, они под своим размером одевают на свой бизнес. Вот. И мы готовый шаблон даем. Очень круто будет. Это будет всем полезно, как вы сказали, это круто будет. Это просто даем, вот видите, у нас вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итого 10 проектов. Вот мы недавно открываем, почти открыли отель, гостиница. У нас это новый бизнес, вот отель, гостиница. И вот у нас есть частная школа. Вот на китап написано, это у нас частная школа. В данный момент у нас есть частная школа и отель и другие бизнеса. Иншаллах, когда в следующий раз, если еще будут возможность, может, снимаем другие бизнеса тоже. По-моему, уже мы сегодня 2 часа снимали. Да, в следующий раз, иншаллах, отель покажем вам и частную школу покажем. И вот так далее, так далее. Вот здесь все бизнеса можно посмотреть. Стратегия. Так как я бизнесмен, я здесь сижу и управляем бизнес. Вот. Я хочу, чтобы у всех был этот шаблон. Пусть все используют. Пусть так будет. Да, пусть так будет. Я еще раз говорю, приглашаю всех в этом 20 числе, так как внутри в комментарии видео наш брат поставит ссылка, через эту ссылку зайдите, регистрация делаете. Иншаллах, мы будем 20 апреля в городе Москве, да это? В городе Москве с людьми будем делиться наши знания, наши опыты, чтобы это было всем полезно. Спасибо еще раз, я очень рад. Еще раз добро пожаловать, мой брат. Спасибо. И вам тоже спасибо. Всем будет полезно. Да, иншаллах. Ладно, дорогие друзья, на этом не прощаемся. Ждите нашего следующего ролика с братом. Ответим на ваши вопросы в комментариях, которые вы пишете. Берегите себя, своих родных. Ассаламу алейкум.